коллеги, мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии закрытия республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2023». Один из самых душевных проектов учредителя Министерства образования и науки Республики Коми. Кто, как не вы, своим чутким, внимательным отношением помогаете ребятам движению вперед, иногда преодолению себя. Конечно, уравновешенный, внимательный, познавательный школьник, люб и семье, и сверстникам, и системе образования, и в целом гармоничная основа будущего нашего государства, нашей большой России. Хор студентов музыкального образования, дизайна и сервиса Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Алексеевича Куратова, руководитель Любовь Валерьяновна Размыслова.
сложные испытания и волнения позади. Впереди только приятные минуты приветствий и поздравлений. Совсем скоро мы узнаем имя победителя. Торжественная церемония начинается. Внимание! Звучит государственный гимн Российской Федерации и государственный гимн Республики Коми. Могучая воля
Благодарим сводный хор студентов Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Алексеевича Куратова, концертмейстер Алексей Евгеньевич Гадеев, руководитель дирижер Любовь Валерьяновна Размыслова. Забот немало, порой не в силах превозмочь, доверьтесь профессионалу. Психолог сможет вам помочь. Он все расскажет и научит, как крепче духом лучше стать. Он разведет сознание тучи, ему желаем процветать. Для приветствия и проведения награждения на сцену приглашается исполняющая обязанности министра образования и науки Республики Коми Наталья Владимировна Якимова. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые конкурсантки, дорогие члены жюри, все присутствующие. Вот еще один конкурс практически завершился. С одной стороны, грустно, потому что событие прекрасное, событие доброе, событие профессиональное. Ну а с другой стороны, наверное, радостно за вас. Все волнения позади, тревоги позади. Вы не выглядите пока счастливыми. Но еще несколько минут, и действительно все останется, к сожалению, уже в прошлом. Вот еще один республиканский этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» завершается. С ним, конечно, начинается новый этап. Новый этап лично для каждого из вас, дорогие конкурсантки. Новый этап для каждого члена жюри. Новый этап для нас, организаторов, потому что у нас есть уже идеи, каким образом провести конкурс уже 2024 года. На самом деле, я уверена в вас, я знаю, что вы продемонстрировали все, что вы могли. Я всегда прошу конкурсантов, не занимайтесь самоанализом. Конкурс – это не место для самоанализа, это место для того, чтобы сказать себе спасибо в первую очередь и двигаться дальше. Любое конкурсное испытание – это публичное мероприятие, а это не так просто. И надо делать себе поблажки, скидки и вообще поблагодарить в первую очередь себя. Во вторую очередь, конечно, те, кто вас поддерживал, кто вам помогал, но, наверное, в большей степени ваши семьи. Впереди лето, я уже об этом говорила, но пусть тот багаж знаний, который вы приобрели в рамках этого конкурса, позволит вам планировать и мечтать о новых профессиональных достижениях. Вот как пел сейчас мой любимый хор нашего Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа «Сила России в людях». Вы знаете, сила действительно в каждом из нас, но и на нас еще очень большая ответственность, потому что с нами рядом дети. И от того, насколько мы будем чувствовать себя уверенными, насколько мы вовремя найдем слово, протянем руку, обнимем, поцелуем, действительно зависит их будущее. Сегодня у нас прошла очень такая приятная, торжественная церемония вручения паспортов нашим юным гражданам. Тем, кому исполнилось 14 лет, в преддверии прекрасного и, наверное, самого главного нашего праздника, Дня Великой России, они получили паспорта из рук главы Республики Коми. И вы знаете, одна девочка, 14 лет ребенок, она обняла главу сама, так прижалась к нему, он к ней. Вы знаете, может быть, это самое дорогое, что есть в этот момент в жизни этого ребенка. Поэтому не стесняйтесь проявлять эмоции, не стесняйтесь сопереживать, сочувствовать, смеяться вместе. Потому что от наших эмоций, положительных в первую очередь, зарождается что-то новое. Нашим детям легче жить, преодолевать трудности. А это нам кажется, что у них трудностей нет. А у них трудностей, как им кажется, еще побольше, чем у нас взрослых. Поэтому, дорогие участники сегодняшнего торжественного мероприятия, закрытия конкурса. Конкурс практически завершен. Берем самое лучшее, идем вперед с высоко поднятой головой и верим в то, что у нас все вместе получится. Потому что образование Республики Коми – это высокопрофессиональная команда.
а команда — это рядом, вместе, рука об руку, рука в руке. Спасибо вам еще раз, дорогие конкурсанты, за участие. Ну, буквально считанные секунды мы узнаем, кто же у нас самый-самый и кто будет представлять нашу республику на уровне Российской Федерации. Мы в вас верим. Высокий профессионализм, проявленный на республиканском этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2023», почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Коми награждены Нестеркина Мария Алексеевна, Усинский политехнический техникум. Платонова Елена Викторовна, детский сад номер 41 Белоснежка, города Воркуты. Кривонос Светлана Викторовна, средняя общеобразовательная школа номер 13 города Воркуты. Козлова Светлана Сергеевна, Центр развития ребенка, детский сад номер 108 города Сыктывкара. Авдеева Ирина Васильевна, специальная коррекционная школа номер 41 города Сыктывкара. Диплом лауреата конкурса вручается Авдеевой Ирине Васильевне, педагогу-психологу специальной коррекционной школы номер 41 города Сыктывкара. Диплом лауреата конкурса вручается Кривонос Светлане Викторовне, педагогу-психологу средней общеобразовательной школы номер 13 города Воркуты. Диплом третьей степени и денежный сертификат вручается Нестеркиной Марии Алексеевне, педагогу-психологу Усинского политехнического техникума. Диплом второй степени, денежный сертификат вручается Платоновой Елене Викторовне, педагогу-психологу детского сада номер 41 Белоснежка города Воркуты. Диплом победителя и денежный сертификат. Лента победителя вручается Козловой Светлане Сергеевне, педагогу-психологу Центра развития, детский сад номер 108 города Сыктывкара. Благодарим вас. Светлана Сергеевна, прошу, не покидайте сцену. Позвольте предоставить вам слово. Ответное слово победителя. Встречайте. Очень неожиданно, честно, на самом деле. Хочется сказать огромное спасибо, огромное спасибо всем людям, которые мне помогали. Я просто не смогу перечислить, это очень длинный список, очень-очень большой. В процессе конкурса я уже практически всех назвала. Спасибо всем огромное. Единственное, отдельно хочу сказать, долго думала, но скажу. Прежде всего хотела сказать спасибо своему папе. Папе, который много лет простоял на этой сцене, на сцене колледжа номер 1, Козлов Сергей Иванович. Я думаю, что он сегодня мной гордится. На сцену приглашается председатель жюри конкурса Юлия Валентиновна Жирилова, руководитель отдела социально-профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения образовательных организаций Республики Коми, Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Добрый день, уважаемые
зрители, уважаемые конкурсанты, уважаемый победитель. Я тут заготовила речь, но у меня уже, честно говоря, от эмоций тоже слезы наворачиваются за вас. Потому что я рада, что вы лицо, я еще раз повторяю, что вы лицо психологической службы, что вы умеете держать свои эмоции в руках, что вы могли показать на все, что вы способны, что вы смогли сдружиться с друг другом и быть такими компаньонами в течение этих 3 дней и смогли справиться со всеми конкурсными испытаниями. Была такая интрига на протяжении всех 3 дней. Были разные ситуации, которые показывали, что в том или ином испытании кто-то сильнее, кому-то нужно поработать над своими эмоциями, над своими компетенциями в плане профессиональном, практическом, коммуникативном, методическом. Но вот сегодняшний день показал, что сильнее у нас сыктывкарский психолог дошкольного образования Светлана Сергеевна Козлова. И да, я думаю, что вы понимаете, что надо и дальше трудиться и совершенствоваться в профессии, в том числе над тем, чтобы и наше обаяние, и наша методическая компетентность, наши профессиональные навыки и качества помогали нам справляться с задачей сопровождения участников образовательного процесса, чтобы мы могли своими знаниями, умениями в области психологии, практической, в области педагогики, различные категории, дошкольное образование, воспитанники дошкольного образования, их родители, педагоги были охвачены нашим всеобъемлющим вниманием, и чтобы мы могли трудности, которые возникают на пути становления детей, вовремя увидеть и вовремя их помочь нашим участникам образовательного процесса с ними вовремя справиться и развиваться гармонично. И это ваша непосредственная обязанность, чтобы сплотить педагогический коллектив, чтобы наладить взаимодействие со специалистами, чтобы детки чувствовали себя комфортно в коллективе и педагогический коллектив, чтобы сохранился в течение всего своего жизненного пути в образовательной организации. Очень много тем было затронуто в конкурсных наших днях. Это сохранение психологического здоровья педагогического коллектива, это профилактика девиаций всевозможных, это профилактика нарушений поведения и развитие психологических, психических функций детей, это коррекционные различные вопросы, но вы с ними достойно справились. Я считаю, что вы все победители, и прежде всего это ваша такая золотая медаль в вашу профессиональную копилочку. И вам за это огромная благодарность, что вы участвуете в конкурсах профессионального мастерства. Я надеюсь, что будете наставниками для других педагогов-психологов, которые будут в будущем участвовать в подобных мероприятиях. Я рада, что с этого года конкурс педагог-психолог будет носить очный формат. Это довольно интересное мероприятие и насыщенное не только эмоциями, но и профессиональными такими находками, за что огромная благодарность организатору конкурса и методическому такому вдохновителю Нурковой Светлане Анатольевне. Ей, пожалуйста, аплодисменты. И всем членам жюри огромная благодарность, что выдержали в этот день. И такие дебаты бурно у нас проходили в течение всех 3 дней. Мы болели душой и за всех конкурсантов. И будем рады всегда тому, чтобы вы взаимодействовали не только между собой в психологическом сообществе, но и посещали такие учреждения, как Институт развития образования и Центр образования и здоровья. Мы всегда рады, двери наши открыты для профессионального взаимодействия. Вот так. Поздравляем победителей!
Благодарим вас, Юрочина, и всю команду жюри конкурса и просим перепринять букеты цветов. Подарок аплодисменты всего зала. Уважаемые призеры, дорогие лауреаты, приглашаем под дружные аплодисменты всех собравшихся занять почетные места в зрительном зале. Это вас, для вас. В год педагога и наставника мы с особым трепетом подходим к теме преемственности. Мы с благодарностью говорим о наших преподавателях и говорим «Спасибо, учитель, за все пути, которые открыл нам». Понимаешь, мама, я учитель, видишь, я ухожу бледнее в класс. Это мне решили поручить их 40 душ и 80 глаз. Учитель, сколько надо любви и огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди меня. Люди правду узнавать о мире в школе начинают по слогам. Все равно в Москве или в Сибири школьный день равняется годам. Учитель, сколько надо любви и огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди меня. Может, будет сложно, будет трудно, буду жить свой выбор не броня. Понимаешь, ведь мои ребята — это продолжение меня. Учитель, сколько надо любви и огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди меня. Песня учителя. Вам подарили Любовь Валерьяновна, Размыслова, Вячеслав Терентьев. Концерт вместе Алексей Евгеньевич Гордеев. Мы благодарим наших партнеров за организацию проведения конкурса на высоком профессиональном уровне. Администрация муниципального образования городского округа Сыктывкар. Управление образования города Сыктывкара. Администрация средней общеобразовательной школы номер 12 имени Олега Кошевого. Председатель Коми Республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Михаила Юрьевича Иванова. В детских мыслях, словно в лабиринте, пытаетесь найти вы верный путь. За ниточки вы верные тяните, чтобы настроение здравое вернуть. Пусть будет много случаев успешных, работа протекает на ура, а дети уважают вас, конечно, и дарят море счастья и добра. Всего вам самого доброго! До новых встреч!